Мы продолжаем. Сегодня стало известно о том, что Владимир Путин фактически утвердил проект строительства моста через Лену и поручил правительству подготовить предложение по его финансированию. Якутск – единственный крупнейший город России, который не имеет круглогодичный транспортный выход на федеральную дорожную сеть. Зимой машины едут в город по зимнику, летом на пароме. С нами на связи глава Якутии Айсен Николаев. Айсен Сергеевич, здравствуйте. Можете ли вы подтвердить информацию об одобрении строительства моста? Я на самом деле недавно имел возможность лично доложить президенту нашей страны Владимиру Путину об исполнении его поручения с нашей стороны по проекту строительства автодорожного моста через реку Лена в районе Якутска. И на самом деле проект президент поддержал, его виза уже всем достаточно известна. Ситуация созрела для реализации, но, на мой взгляд, это прямое уже практически поручение о переходе к практической стадии строительства Ленского моста, крупнейшего и важнейшего для Якутии, и не только для Якутии, для всего северо-востока страны проекта. Будет ли этот мост только автомобильным или автомобильно-железнодорожным? Этот мост будет автомобильным, потому что железная дорога уже стоит практически напротив города Якутска. Вот, и строительство автодорожного моста позволит нам соединить два берега реки Лена, ну и, соответственно, это будет уже одна большая городская агломерация. А сколько времени и сколько средств потребуется для строительства? По нашим предположениям, в случае начала реализации проекта с 2020 года, проектирование, прохождение госэкспертизы и потом строительство, к концу 2025 года мост уже можно будет сдать. Вот, стоимость пока по предварительным расчетам с НДС это 83 миллиарда рублей. Вот, ну и в рамках мы его предложили, и сейчас Министерство ведомства поддерживает проект, что он должен строиться в рамках частной концессионной инициативы. У каждого такого проекта есть свои особенности. Вот в чем основные инженерные сложности этого моста? Дело в том, что, конечно же, Ленский мост будет строиться в самых, наверное, экстремально природно-климатических условиях, с годовыми перепадами температур до 100 и свыше 100 градусов. Это единственная такая территория вообще в мире. Вот. И очень серьезные требования к прочности конструкции моста. Сегодня основным вариантом, который поддерживает и Республика, и Министерство транспорта Российской Федерации, является проект вампового моста. Вот. И всего, конечно же, учитываются и гидрологические особенности одной из крупнейших рек в мире. Вечная мерзлота в районе моста для подъездных путей. Поэтому, конечно, это будет очень серьезное, очень непростое строительство, но я уверен, что мы справимся. И были сообщения о том, что начаты переговоры с инвесторами. О каких инвесторах идет речь? Мы пока не можем об этом разглашать, но, поверьте мне, крупнейшие российские госкорпорации, крупнейшие иностранные компании готовы участвовать в консорциуме, который этот мост готов построить. Спасибо. С нами на связи был глава Якутии Айсен Николаев.